Хәлыбзиақәа акыр иаԥсоу ҳтелехәаԥшцәа. Аԥсуа телехәаԥшра иахьа ихацнаркуеит апроект ҿыц. Уи азкуп ҩнызқьи жәибжь шықәсазтәи жәлар реизарахь алхрақәа. Адепутатрахь акандидатцәа ишиашоу ицо аефирала ирзыԥҵәахоит еицырзеиԥшу аамҭа. Еиуеиԥшым аҳәынҭқарра ргылареи уи иаҵанакуа азинрҿиаратә зҵаарақәеи ралацәажәаразы. Иара убас акандидатцәа дара-дара реиҿцәажәаразы. Аефирахь ҳцәырҵлоит иахьа инаркны хәажәкыра жәабанӡа. Есуаха асааҭ жәба рзы. Еишьҭаргыланы ҩба-ҩба алхратә ҭыԥхадақәа рҟынтәи акандидатцәа ҳҭаалоит. Акыр иаԥсоу ҳтелехәаԥшцәа. Агәыӷра ҳамоуп, азҿлымҳара аашәырԥшып ҳәа ишиашоу ицо аефирала акандидатцәа рықәгылареи реиҿцәажәареи. Уажәазы мҩамш. Акыр иаԥсоу адепутатрахь акандидатцәа бзиала шәаабеит. Уажәазы ателехәаԥшцәа ицырдырырц сҭахуп иахьа ишаҳҭо ижәи-жәохәтәи алхратә ҭыԥхада аҟынтәи акандидатцәа. Уи аҭыԥ аҿы иқәгылоуп ааҩык акандидатцәа. Урҭ рахьтә иахьа иаҳҭоуп хҩык. Арҭ алхрақәа рзы ари аҭыԥхада рҳәақәа ҿыцуп. Уи иаҵанакуеит Гала араион ацентр, ақыҭақәа Чхәарҭал, Уақәым, Ҵарча, Мухур, Актәи Гал, Гәымрышь, Речх. Уажәы иаҳҭааз зегьы аԥсуа алфавит шәыжәлақәа шақәшәо еиԥш еишьҭаргыланы ҳтелехәаԥшцәа шәыцырдыруеит. Адлиба Дмитрий Александр-иԥа занааҭла социологуп, иахьатәи аамҭазы Аԥсуа ҳәынҭқарратә университет асоциологиа политологиа кафедраҿы аус иуеит. Иара убас аҳәынҭқарратә наплакы Гәылрыԥшьгаз директорс дыҟоуп. Гәаӡабиа Џьеиран Гәынтер-иԥа занааҭла динџьныр ргылаҩуп. Уажәазы Аԥсны иҟоу Москватәи аиҳабыра ахаҭарнакра иатәу Москва аҩны аҟны инџьныр хадас дыҟоуп. Шьадане Илиа Иликәа-иԥа иахьазы Аԥсны ҳәынҭқарратә университет аҭоурыхтә факультет дыстудентуп. Иара убас аполитикатә партиа аиашареи аҿиареи рзы Аԥсны Жәлар рфронт ахантәаҩцәа дыруаӡәкуп. Уважаемые депутаты, в первой части нашего прямого эфира вам предоставляется по 2 минуты, которые вы можете использовать, чтобы рассказать о себе, о своей программе. Ну и самое главное, ответить на вопрос, зачем вы идете в Народное собрание Республики. Далее вторая часть нашей программы уделена на ответы на вопросы, которые мы подготовили. У нас здесь есть урна с вопросами, которые вы можете выбрать. Тут темы злободневные для нашей страны и государства. И на эту часть отведено 12 минут на каждого участника нашего эфира. Ну и в заключении по 1 минуте у вас будет, чтобы обратиться к нашим избирателям. Итак, у вас по 2 минуты. На экране будет таймер, который будет отсчитывать эти 2 минуты, и по истечении которого я буду просить вас остановиться в твою речь. Итак, Дмитрий Александрович, с вас начинаем. Здравствуйте еще раз. Мое решение баллотироваться в парламент – это ответ на настойчивые пожелания друзей и единомышленников, знакомых, с которыми мы обсуждали процессы, проходящие в нашей стране. Мы делились мнением о том, как можно повлиять на происходящее. У меня сформировалось понимание того, что необходимо озвучить в парламенте свои политические убеждения и постараться воплотить их в жизнь. Это инициативы, способствующие улучшению качества жизни наших граждан. Парламент во все времена – это не просто площадка для отстаивания политических убеждений. Это инструмент влияния на политические процессы, основными функциями которого являются правотворческие, законодательные, идеологические, представительные, властные, бюджетные и контрольные. Потенциал возможностей парламента должен быть задействован в полной мере. Парламент должен давать импульс развития и модернизации существующей структуры управления, которая должна соответствовать современным вызовам и задачам, стоящим перед нашим государством. А это требует компетентности, профессионализма и ответственности. К сожалению, в Галском районе существует ряд неразрешенных до сих пор проблем, которые усугубляются с течением времени, что может привести к негативным последствиям. Нам жизненно необходимо сформулировать основные параметры государственной политики в части гражданской, информационной и духовно-культурной интеграции населения Самарзаканской Абхазии в общенациональное пространство
с учетом наших стратегических интересов. Поэтому важнейшей составляющей абхазской политики считаю государственную политику в Галском районе. Граждане Абхазии, в какой бы части нашей страны они ни проживали, должны обладать всеми правами, обозначенными Абхазской конституцией и законами. Решение данного вопроса должно основываться прежде всего на нормах права и гуманизма, в соответствии с фундаментальными интересами нашей страны в мирном развитии и построении действительно правового и суверенного государства. Я считаю, что нам необходимо разделение политики в районе на политическую и гуманитарную составляющие. Дискуссия по этому вопросу должна быть поднята в парламенте. Сегодня, если кто-то заявит, что у него уже есть готовое верное решение по галскому вопросу, ведет в заблуждение прежде всего себя, а затем и тех, к кому будет обращено такое заявление. Отстаивая эти позиции, я надеюсь на поддержку избирателей. Спасибо. Спасибо большое. Выложились 2 минуты. Джейран Викторович. Уважаемые избиратели, хочу вас ознакомить с своей программой. Сегодня мы научились красиво разговаривать, обсуждать политику и политические аспекты, но реалии сегодня совершенно другие. Первое. Нам нужно думать о народе и создавать рабочие места. Кальский район – это был один из богатейших районов. Второе. Возрождать промышленность. Страна, где нет собственного производства, она обречена на провал. И хотелось бы, чтобы промышленность принадлежала государственным компаниям. Третье. Создание среднетехнических учебных заведений, таких как ПТУ и техникумы. Четвертое. Кадровая политика пересмотреть для начала все должностные рабочие места и принимать на работу только на конкурсной основе. Пятое. Вопрос демографии для начала нужно сделать бесплатными услуги наших роддомов. Шестое. Кредитовать села Гальского района и всей Абхазии. Седьмое. Заняться экспортом нашей продукции, а не выбрасывать его как сырье. Например, мы покупаем питьевую воду с ближнего зарубежья, когда у нас воды текут целыми реками, и ограничить импорт конкурирующих с нашими продуктами. Пользуясь инструментами законодательной власти, я буду требовать от исполнительной власти решения этих задач, как депутат парламента. Спасибо большое. Илья Олегович, мы приходим к вам. Добрый вечер. Мне бы хотелось очень коротко высказаться о моей предвыборной программе. Идеологическая платформа нашей партии, той партии, которую я сегодня представляю, это Народный фронт Абхазии за справедливость и развитие, является создание среднего класса, который впоследствии должен стать мощной опорой для развития нашего государства, как и во всех современных экономически развитых государствах. Считаю, что необходимо создание специальных стратегических программ экономического и демократического развития в нашей республике с учетом геополитических интересов, безусловно, с просчетом вызовов и рисков. Также я за упрощение системы выплаты налогов и за резкое снижение роли чиновнического аппарата. Необходима жесточайшая борьба с коррупцией. Со всеми проявлениями коррупции. Правила должны быть едины для всех. Говоря о Гальском районе, считаю, что он должен стать полноценным административным районом нашей республики. Исторически сложилось так, что это наша земля и это наша территория. И нам необходимо интегрировать многотысячное население Гальского района в наше общество. Я говорю о политической, экономической, социальной, языковой, о культурной интеграции. Жителям Гальского района необходима поддержка нашего государства. Я считаю, что на сегодняшний день у нас в стране много нерешенных проблем. И страна требует решительных и реальных реформ во всех сферах жизнедеятельности нашего государства. Если избиратели сделают выбор в мою пользу, у меня будет предоставлена возможность представлять их интересы в высшем законодательном органе нашей республики. Я считаю, что мне хватит силы и возможностей изменить тот жизненный уровень в положительную сторону, на котором мы живем на сегодняшний день, на законодательном уровне. Жизненный уровень всего населения нашей страны и того избирательного района, от которого я баллотируюсь. Гальский. Спасибо, уважаемые кандидаты. На этом вводная часть нашего эфира завершена, и мы переходим к следующей части.
Уважаемые кандидаты, как я уже говорила, у нас есть урна с вопросами, которые часто будут возникать в работе парламента и непосредственно связаны с законотворчеством и нашими государственными интересами. Я попрошу кого-нибудь из вас подойти и выбрать вопрос. Кто ближе? Конечно. Вы можете сами посмотреть тоже. Так. Ну что, основные направления развития банковского сектора Абхазии. Если у нас тут есть экономисты или работники банковской сферы, таковых нет? Нет. Ну, в любом случае, с такими вопросами будет сталкиваться в парламенте. Если говорить вообще о развитии банковского сектора Абхазии, на ваш взгляд, с чего можно начать? Вот, как повысить вообще уровень доверия банку со стороны вкладчиков, вот, на ваш взгляд? Давайте с этого начнем. Нужен жесткий контроль над всеми коммерческими банками, во-первых. Так. А во-вторых, если есть кредиты, то их выдавать всем, не выделяя никого, чей родственник, и как у нас обычно получается, а выделять всем, как полагается. На самом деле доступ к ресурсам экономическим, финансовым со стороны населения – это одна из главных задач государственной политики. Потому что развитие мелкого, среднего бизнеса, я не говорю о крупных кредитах и о крупных предприятиях, оно в основе своей лежит возможность доступа к получению кредитов банковских. Сегодня у нас мы испытываем серьезные проблемы. И на самом деле рассуждать на эти темы должен, конечно, компетентный специалист, но все понимают какие-то общие моменты о том, что доступ к кредитам должен быть обеспечен, кредиты должны быть дешевыми и удобными для потребителей. Ну, вы говорите о кредитах, а вот попросту, чтобы люди не под матрасом деньги держали, а все-таки приносили вклады, делали в банки. Вот как это? Может, какие-то нужны еще гарантии государства? Понимаете, конечно, в первую очередь нужны гарантии, необходимы защитные механизмы, чтобы действительно вкладчик, он верил и доверял этому банку. Ибо где гарантия? Может завтра этот банк разорится. У нас такие случаи тоже имели место быть. То есть надо реформировать банковскую систему. Или же государство должно застраховывать все эти вклады. Завоевание доверия вкладчиков – это долгий процесс. Россия столкнулась несколько раз с проблемами, когда рушилась банковская финансовая система, и долгие годы понадобились для того, чтобы вкладчики вернули свои финансы в банки. И учитывая последние события, это обвал рубля, не то что наши банки, капитализация которых несопоставима с российскими, столкнулись с этими проблемами. В России огромная проблема. Это вообще общемировая проблема доверия к банкам. Ну, есть, естественно, локомотивы, международные, кредит доверия, которым огромен. В этом смысле мы пока только развиваемся. Да, мы, правда, пока только развиваемся. И в этом смысле все-таки в России вкладчику есть какая-то возможность, да, и доверие банку. А сегодня у нас ни ипотеки не получить, ни кредита не взять. Все это очень тяжело, сложно. И в реалиях человек даже, который, возьмем того же мелкого предпринимателя, да, возможно, если бы у него был бы подход к банку, и он выдавал бы долгосрочный кредит под низкий процент, то это помогло бы его росту, его деятельности. Но такой возможности пока нет. Конечно, хочется, чтобы развивали и реформировали эту систему. Она необходима. А как повысить вот сам уровень оседаемости денежных остатков на счетах клиентов? То есть проценты были, вот как на ваш взгляд? Вы имеете на счета вкладчика? Да. Если он вложился в банк? Да, если он вложился. Но есть рыночные механизмы просто, когда вклад должен быть привлекательным для клиента, когда он получает большие проценты, когда есть банковские гарантии, государственные гарантии защиты вклада клиента. Но я еще раз говорю, общемировая тенденция такая, что помните ситуацию с Кипром достаточно недавно, когда в одностороннем порядке были секвестированы вклады вкладчиков в капиталистической стране. То есть завоевать доверие процесс долгий, а потерять его можно в одну секунду. Поэтому банковская сфера, она очень сложная и емкая. Да,
понятно. Ну, я понимаю, что ни одна страна не может полных таких гарантий дать. Да, Не, ну есть механизм нам государственных надо... гарантий, тем Да. не менее. В случае каких-то форс-мажорных обстоятельств государство гарантирует Ну, вы возврат должны, части да, средств. государство должно быть гарантом, конечно, безусловно. Ну, и в России многие банки, они рушатся. И Ну, форс-мажоры в сильных Везде экономических бывает. странах тоже Да, бывают. конечно. Понятно. Это понятное дело, но в любом случае же нам стоит, да, стремиться к этому. Если это вы считаете, что как бы тему исчерпали, вы можете вот еще раз подойти и какой-нибудь другой вопрос задать. Что у нас по... Закон о языке. Ну, вы знаете, что в 2000, если я не ошибаюсь, 2007 году был принят закон о языке, который должен был вступить в силу, ну, простите, я оговорюсь, вступил в силу в январе 2015 года. Ну, что будем говорить? Проблемы исполнения закона о языке. Как обеспечить это исполнение? Тем более вот тут из кандидатов я тоже знаю, что есть, у которых есть проблемы с языком, да, абхазским. Вообще, на ваш взгляд, вот да. Вот как обеспечить исполнение этого закона? Вы знаете, пока об обеспечении... Давайте немножко вообще о языке поговорим вообще. Во-первых, ну, наш да. язык, конечно, один из древнейших языков мира. Это наша культура. Мы его обязаны сохранить. Но дело в том, что этот вопрос уже больше связан с реформами в сфере образования. К примеру, если мы говорим о языке, то вот одна из проблем, с которой я столкнулся в Гальском районе. То есть жители Гальского района, они готовы изучать абхазский язык. Но пока необходимых условий, достаточных для изучения абхазского языка, не создано. У нас нехватка квалифицированных кадров, нехватка педагогов, не работает как таковая программка, она должна работать, то есть на государственном уровне. Программа образования, изучения абхазского языка. По крайней мере, как мне рассказывают местные жители, с 4 класса, это неожиданно ввели программу, с 4 класса дети начали изучать абхазский язык. Но перейти на абхазский язык очень сложно. Это надо, я считаю, что это должен какой-то этапный быть подход, постепенный, с детского сада, со школы, со школьной скамьи, поэтапно. У них на данный момент нет такой возможности, так как нет педагогов, нет преподавателей. Это уже реформирование в сфере образования. И так, конечно, язык надо изучать, это наша культура, и мы его должны сохранить. Ну вот, Илья Олегович, вот для таких людей, как, вот, допустим, вы, да, которые вот с детства, допустим, ну, не дано, я понимаю, что это не вина, а беда, да, с одной стороны. Вот, как вот вы видите вот свое развитие вот в этом вот лично? Вот, на личном примере можно? Нет, я вам скажу так. Я вам скажу так, ну, вот не станете дано, вы не дано, я депутатом, вас, да, Народного нет, собрания? Не дано, я вас немножко не пойму, я абхаз рождения. Нет, так, я имею в виду, что знание абхазского языка с детства, я как понимаю. Так сложилось, что, да, если вам интересна моя история, так сложилось, я что... потому говорю, что это не вина, а беда. В шестилетнем возрасте я вынужден был поступить в Саратове, первый класс. Так сложилось, что я в совершенстве владел родным языком, но с акцентом меня просто не принимали. Язык я забыл, действительно, это моя проблема, но я как-то все-таки его изучаю, продолжаю изучать, говорю на нем, понимаю все, о чем говорите, поэтому реформа в сфере образования. У нас не хватает квалифицированных кадров, педагогов не хватает, которые будут изучать. Программ нету как таковых для изучения абхазского языка. Массово, на государственном уровне. Хотя должны знать все. Я считаю, все многонациональное население еще нашей один момент страны. вообще в этом вот законе, который был принят и вступил в силу в 2015 году, написано, что ну, там начинает президент, депутаты Народного собрания, ну, естественно, главы там, администрации и высокопоставленные чиновники обязаны знать абхазский язык. Вот как вы к этому относитесь? На самом деле забота об абхазском языке – это часть национальной политики абхазского государства. Никакое другое государство, кроме абхазского, заботиться о сохранении и развитии абхазского языка не будет по определению. Поэтому наше государство и как раз занимается этими вопросами, ну, с меньшими или с большими успехами, это должны обсуждать уже эксперты. Но, тем не менее, как было сказано, государственная программа развития абхазского языка, она у нас действовала, был фонд абхазского языка, сейчас фонд преобразован в комитет
И политика продвижения абхазского языка в обществе, она сегодня действует. Другое дело, то, что эта политика должна быть наполнена ресурсами, в том числе кадровыми, финансовыми и так далее. Сегодня мы сталкиваемся с большой проблемой по нехватке кадров. Не просто кадров носителей абхазского языка, а в принципе кадров, даже русскоговорящих, на всех местах. Поэтому закон обычно, он является отражением потребностей общества в регулировании какого-то вопроса. В том числе и закон абхазского языка. Это часть нашей национальной политики, мы должны его сохранить. Но дело в том, что возникают проблемы технического характера. При нехватке кадров исполнение закона в том виде, в котором был он принят изначально закон, да, который вступал в действие в 2015 году, возникали очень большие сложности. Говорить о развитии абхазского языка и о государственной поддержке развития такого необходимо, и необходимо это развитие наполнять ресурсами. Это однозначно, я думаю, что не только в этой студии, но и за пределами этой студии никто в этом не сомневается. А как правильно наполнить ресурсами, мы должны как раз все вместе об этом и подумать. Чиран Гунтерович, что вы думаете? Развивать язык нужно, изучать, но, как говорили, нехватка кадров. Может, дело не в нехватке кадров, а в привлечении специалистов. Привлечение специалистов. Понимаете, сегодня в каком положении школы Гальского района, в каком положении в селе Чуртул. Я зашел, как будто в фильме только после Сталинграда, после битвы Сталинграда. В такое положение ни один педагог не придет с другого города или села и обучать того или иного ребенка. Нужно привлечь, как-то мотивировать это. А так, я думаю, мы придем к этому. На самом деле учителя именно в Гальском районе, они несут очень большую нагрузку и продвигают абхазский язык в школах. Конечно. Я знаю, что особенно ученики младших классов, они находят какие-то нотки нужные, они общаются. Я общаюсь с учителями именно Гальского района. Да. И можно к их чести сказать, наших учителей, что они это просто продвигают. Несмотря на отсутствие всех этих возможностей, ресурсов, и несмотря на отсутствие порой дорог даже к школам, говоря о Чуртуле. Да. Так что там есть большие проблемы. Ситуация, так что... Но мы, к сожалению, спустя 25 лет после войны вынуждены говорить об энтузиазме. О том, что люди работают на энтузиазме. Это на самом деле так. Пора уже отходить от этого энтузиазма. Уже нужно как-то наполнять и опираться на другие моменты. Энтузиазм хорош какое-то время, но потом нужно его поддерживать. Всему есть предел. Конечно. Обеспечить заработными платами. У нас много студентов, которые бы с удовольствием пошли работать. Сколько филологов вышло и сидят дома. Конечно. Пожалуйста, можно привлекать. То есть вы считаете, если бы достойно оплачивать, то они бы работали? Или же программу разработать, которая будет работать и также. Все опять сводится проблема финансовая, да? К сожалению. К сожалению, в этом мире. Весь мир к этому идет. Хорошо, я думаю, мы можем завершить эту часть и уже перейти к следующей части. Нет, все, вопросы уже хватит. Все, понятно. Уважаемые кандидаты, мы переходим к следующей части нашего эфира, где, в принципе, запланированы вот так называемые вот эти дебаты, чтобы они были похожи на дебаты. Запланированы такие вот вопросы и как бы такой вот, чтобы вы оппонировали друг с другом. Если есть таковые, вот и у вас есть эта возможность. Если вы хотите что-то узнать у оппонентов. Мы уже сказали об этом. На самом деле формат оппонирования на дебатах. Какой вопрос я должен задать своему оппоненту? Да? Ответ, на который я знаю заранее или который поставит в неудобное положение оппонента. Я считаю, что это немножко, в моем представлении, немножко неэтично. Поэтому я предлагаю, может, всем нам просто предложить тему для обсуждения, да, наиболее актуальную, кто как считает. Я, например, считаю актуальной тему сегодня, и самый больной вопрос именно в Гальском районе, это вопрос паспортизации. Так, одну минуточку. Я, как правильно поняла, наши кандидаты традиционно уходят от вопросов друг друга
Мы предлагаем тему. и дебатов. Дело дружбы. Хорошо, хорошо. Тогда есть вот эта часть, кстати, которая называется «Вопросы ведущего». Вот Дмитрий Александрович, как раз-таки, естественно, так как вы представляете Гальский округ 35-й, у меня вот есть вопросы по этому округу. Вы как раз уже начали, я вот хочу вот уже как-то оформить этот вопрос. Вот, ну, как вы сказали, как известно, вот была прекращена незаконная паспортизация жителей Гальского района, нелегальные паспорта изъяли. Вот как дальше решать вопрос с гражданством жителей Гала и решает ли вот выдача вида на жительство вот эту существующую проблему, на ваш взгляд? Ну, как я уже сказал в своем первоначальном вступительном слове, что если сегодня кто-то заявит о том, что у него есть сегодня решение правильное этого вопроса, он ведет в заблуждение себя и, соответственно, всех тех, кому это обращение, заявление будет направлено. Существует очень серьезная проблема в Гале с жителями Гальского района. Сегодня в границах Гальского района нынешнего проживает порядка 43 тысяч человек, а в границах нашего округа 35-го порядка 60 тысяч человек. Мы сегодня столкнулись с проблемой, что на 60 тысяч жителей, имеющих право голоса, на сегодняшний день 604 человека по первым спискам имеют право голосовать. И добавилось еще из человек. них 350 по Галу самому, а остальное 223 в Гале, и остальные по первый селу. Гал и 200. То есть сам Гал даже много технически меньше. представить, да, вот 604 голосующих на 60 тысяч, замечательно, а другим 59 400 человек, кому обращаться со своими проблемами. У нас серьезная проблема в Гале, что число отслуживших в армии, в абхазской армии, жителей Гальского района, превышает количество людей, занесенных в списки голосующих. Их более 600 человек. Они давали присягу в абхазской армии, отслужили, но сегодня, к сожалению, находятся без документов. Они не могут получить паспорт, соответственно, не могут получить права и просто устроиться на работу водителем. У нас есть еще более острый вопрос, можно его еще больше обострить. 10 человек, жители Гальского района, это сотрудники милиции, сотрудники администрации, даже член участковой избирательной комиссии погибли, отдавая свой долг родине, и на сегодняшний день их семьи не имеют документов. Я считаю, что такая ситуация, она не должна быть у нас в районе, и заниматься решением этих вопросов должны все вместе, и вести дискуссию в парламенте. Этот вопрос должен быть понят обязательно, и он должен обсуждаться. В том виде, в котором политика в Гальском районе продвигается сегодня, возникает к ней очень много вопросов. Но я не склонен делать какие-то радикальные заявления, потому что я все-таки склонен к тому, что необходимо поднимать дискуссию и решать вместе сообща. Потому что это наши жители. Вопрос интеграции их в наше общегосударственное, гражданское пространство. Это жизненно важный вопрос для всей республики, для нашей. Джейран Гудерович, но все-таки как решать вот вопрос с гражданством гальцев? Мне непонятна та тема, почему вообще до 2014 года они имели право получать гражданство, а потом оказались вне закона. Если был такой факт незаконной выдачи, то почему никто не понес наказание и взяли, обрубили грубо топором и убрали паспорта у людей? Я думаю, надо поднимать этот вопрос и решать это, и реагировать на эту тему. Илья Викторович. Да, я, кстати, на этот вопрос, будем так говорить, отвечал изначально в моей предвыборной программе, это все есть. Но я повторюсь, знаете, этот вопрос, который мы сегодня обсуждаем, он очень больной для жителей Гальского района. Мы строим высокую стену. Такая политика, я считаю, не является правильной к этому населению. Люди, которые принимали участие в референдуме, которые голосовали за независимую Абхазию. Растет новое, кстати, молодое поколение. Я считаю, что нам необходимо все-таки решить вопрос правового статуса. По крайней мере, в мировой практике я не встречал такого прецедента, чтобы 60-тысячное население фактически оставалось без права голоса. Но с другой стороны, все-таки принято решение давать им вид на жительство. Вид на жительство, которое дает им понимаете, все права, сегодня вид на жительство, кроме завтра голосования. Вечно вид на жительство. А зачем они раньше Там еще тогда... есть ограничения. Вид на жительство подразумевает ограничения в приобретении собственности.
И не только внесем. собственно, всех Право прав. голосования и вообще. То есть, это ограничение Хорошо, а как прав. быть с А двойным зачем их в армию гражданством? призывали? Зачем они раньше голосовали? Почему раньше они были в законе, а сейчас стали вне То закона? есть вы считаете, что надо им выдавать Подождите, паспорта мы Ну, считаем, гражданина по что Абхазии? этому критериям, по вопросу критериям надо надо, но не так, чтобы массово. Разбить на критерии и только так. Выявить, если, с чего все началось? Ведь началось с того, что незаконно выдавались паспорта. Была создана комиссия, этот вопрос мы все прекрасно знаем. Но в итоге-то к чему мы пришли? Многотысячное население осталось без паспортов. Если там проживают враги для нашего народа, для нашей республики, им, я считаю, что не место на этой земле. Но в основном Дело в не в Гальском врагах. районе Дело в том, что они просто проживает граждане другого мирное, государства. трудолюбивое население. Пусть откажутся. Значит, давайте мы создадим тогда такие условия, при которых они не будут смотреть в сторону враждебного государства, а берутся к нам лицом, понимаете? А сейчас об этом говорить, я считаю, что тоже неуместно. С другой стороны, мы знаем много прецедентов, когда многие абхазы вынуждены ехать в Грузию. Я считаю, что это вопрос... Хорошо. Давайте тогда поговорим о том, факт. вот какими методами вообще можно повысить уровень интеграции жителей Гальского района вот, в абхазское общество. Нужно. Пожалуйста, конечно. Первое. Если есть у них двойное гражданство, отказаться от того гражданства и принять абхазское гражданство. Так, это интегрирует их в абхазское общество? Подождите. Но эта мера сейчас действует вообще. Местная администрация требует письменного заключения. Ну, для начала, по одному, пожалуйста. для начала в письменной форме, чтобы они отказались от этого. А второе, если человек родился с 92 года, если он рожден, то почему бы ему не дать гражданство Республики Абхазия? Он не участвовал ни в войне, и как-то он... Хорошо, а как оказывается... интегрировать это население все-таки вот, в абхазское общество, на ваш взгляд? Как, какими методами? Ну, вы знаете, как сейчас пожалуйста. в целом, еще раз говорю, если отвечать на этот вопрос, то будем так говорить, 90% населения уже интегрировано в целом в наше общество. Так. Это жители нашей страны. Они проживают на нашей территории. Они на сегодняшний день изучают абхазский язык. Этнически. Они трудятся во благо абхазского народа. Поэтому я думаю, что этот вопрос возможно решить на законодательном уровне, и новый парламент уже подойдет к этому вопросу. Правильно. Дмитрий Александрович. Тут есть такой момент очень интересный. Он заключается в чем? Они интегрированы в наше абхазское общество путем каких-то экономических взаимоотношений, участия в каких-то экономических процессах. Они физически находятся на этой территории. Но и, так скажем, информационно-культурное пространство, к сожалению, оно у нас Не обладает. не так интегрировано, как все остальное. Ну, в этом смысле информационная политика именно в районе должна быть соответствующей. Потому что все мы знаем, какое телевидение смотрят в Гальских Все районах. знаем прекрасно. Все это прекрасно мы знаем. Да. И по какому времени встречают Новый год в Гале, мы тоже об этом знаем. Но в этом и заключается роль государственной политики. Правильно. Ну, их отталкивать. Духовно-культурной интеграции в Отталкивать нельзя ни наше. в коем Поэтому случае. я Мы не предлагаю имеем на посмотреть другого фундамент, права. в корень этой Сейчас проблемы. Ребята, пожалуйста. В корень этой проблемы. В конце концов, мы занимаемся на сегодняшний день, на мой взгляд, это субъективное мое мнение, пассивной обороной. Пассивная оборона ни в военных отношениях, ни в политическом никогда не приносила свои результаты. В конце концов, у нас есть наш фундамент. Абхазия – независимое демократическое государство. Неважно, кто как к этому относится, наши соседи заингурские, мы считаем себя независимым государством. Республику Грузия мы считаем независимым государством. Оно независимое государство. Другое дело, что у нас есть спор территориальный. Грузия считает, что граница Грузии заканчивается на Псково, а мы считаем, что граница Грузии заканчивается на Ингуре. Но население, то, которое находится до Ингура, мы считаем его нашим. И вопрос интеграции этого населения, он заключается не только в выдаче документа принадлежности к этой территории. Они должны находиться в нашем информационно-культурном пространстве. В этом смысле все структуры государственные должны взять на себя заботу об этой интеграции. Это касается и образования, это касается действия других и экономических институтов, и политических институтов. Население должно быть интегрировано, а не отталкиваться, как, к сожалению, происходит это сегодня. Вот еще одна щекотливая тема, которую не хочется обойти, это вот в нашем обществе много говорится о высоком уровне контрабанды через грузино-абхазскую границу. Какие вот меры можно принять для борьбы с контрабандой и стоит ли вообще узаконить товарооборот со страной, с которой у нас в принципе еще не подписан мирный договор?
Продолжу свой ответ. Вернусь опять на 2 шага назад. Мы считаем себя независимым государством. Граница на Ингуре, мы считаем ее государственной границей. С нами граничит независимое государство Республика Грузия, к сожалению, с которым у нас нет соглашения мирного. Но у нас есть государственная граница. Все те структуры, которые работают на границе ПСО, должны работать на ингурской. Но вы говорили, что эту границу признаем мы. А нам не важно, кто ее как признает. Мы что, должны ориентироваться на признание со стороны Грузии? Главное наше отношение. Мы считаем ее государственной. Нам не важно, что считают ее административной или какой-либо другой на грузинской стороне. Раз мы считаем ее государственной границей, то должны работать все те институты, которые работают на ПСО. Соответствующие и население Гальского района, между прочим, оно будет заинтересовано давать официальные платежи в бюджет за перевозку. Это существует гуманитарный вопрос. Когда люди обращают, им физически удобнее перемещаться туда, брать товары. Какие проблемы? Мы-то считаем себя независимым государством. Нет проблем, Джейран Викторович. Я думаю, надо узаконить хотя бы те мосты, которые существуют, а все остальные территории, чтобы контролировали соответствующие органы, там пограничные и все остальные. Так что, наоборот, в бюджет поступят больше денег, и люди все равно ходят. Хоть так, хоть так. Значит, хоть будем знать, что есть поступление в бюджет. Все, такие практические цели, они должны быть вот, во главу это угла наше мнение. Слушайте, в принципе, я соглашусь с моими коллегами. Я считаю, что если имеет место быть, об этом мы все говорим, это все мы знаем, контрабанда, о которой мы говорим. То есть лучше это узаконить, чтобы это не было контрабандой. Да? Да, Конечно. Почему бы нет? Это пополнит наш государственный бюджет. Деньги, которые пойдут с этой границы, пойдут в том числе на укрепление Чем нашего кому-то в государства. карман они все равно идут. Если это все равно имеет место быть. Слушайте, этот вопрос, понимаете, он приграничный. Это тоже очень тяжелый вопрос. Мы после военные годы на протяжении долгого периода времени граница официально закрыта, но передвижение, материалы идут, товары идут и так далее. Почему это не узаконить, если это дает нам возможность получить прибыль, в конце концов? А вот скажите, пожалуйста, как, на ваш взгляд, закрытие нескольких контрольно-пропускных пунктов на границе повлияет на ситуацию в регионе? То есть они уже официально уже закрыты? Да, были закрыты несколько пропускных пунктов. Дело в том, что контроль за перемещением через границу, так как мы государство и отстаиваем свои государственные интересы, он должен быть, контроль. То есть граница, по крайней мере для государственных структур, там должна быть четкая и ясная ситуация. В этом смысле существовало на границе несколько пропускных пунктов, но помимо и этих пропускных пунктов существовало несколько бродов, через которые незаконно перемещались. Сейчас незаконные перемещения в связи с восстановлением там российских войск пограничных, этот вопрос усложнился. Но, тем не менее, эта проблема существует. Сегодня мы не должны опять заниматься этой пассивной обороной. Мы считаемся полноценным государством. Неважно, в соответствии с потребностями переходных пунктов должно быть столько, сколько нужно, чтобы гражданам было удобно пересекать границу и удовлетворять свои экономические нужды. На каждом из пропускных пунктов должен быть соответствующий контроль, который государство должно получать с этого и экономическую выгоду в том числе. Да, мы обратно просто население ставим в тупик. Просто они обратно будут вынуждены искать новые черные ходы, новые переходы, новые броды. Поэтому... То есть, в принципе, это ничего не даст, на ваш взгляд, да? Я считаю, что нет. Нет, ничего Только не даст, усложнение. абсолютно. Мы просто людей загоняем в тупик и больше ничего. А на любой границе, даже в больших странах мира, все равно контрабанда есть. Она была и существует. Просто здесь уменьшится в объеме и Тут все. такой вопрос, что чем сильнее будем бороться, тем дороже будет стоить товар. Дорога, конечно. Вот и все. Скажите, пожалуйста, как, на ваш взгляд, сегодня контролируется деятельность международных организаций в этом районе и какова их роль? Международные организации в районе которые там активно работают, занимаются гуманитарной миссией. По крайней мере, из того бутерброда действий, которые они осуществляют на районе, основа является гуманитарной. Но там есть и прослойка масляная из политической составляющей, с которой, естественно, нам нужно на это реагировать. Дело в том, что у нас должна быть сформулирована четкая политика абхазского государства в отношении жителей Гальского района. К сожалению, сегодня такой четкой политики, которую бы понимали бы все, и дошла бы до каждого, такой политики нет. Должны действовать государственные программы. И гуманитарные организации, международные в том числе, они замещают те невосполненные ниши, которые вот мы, до которых руки наши не дошли.
Я не говорю, что это плохо. Есть гуманитарные организации, которые действуют, они оказывают реальную помощь жителям, да. Есть села в районе, все мы ездили, и люди нуждаются в элементарных вещах. Я Школы, не могу дома. себе представить даже людей в этой студии, кто может себе представить, в каких условиях люди живут. Да. И они вынуждены брать, люди в конце концов хотят жить. И обвинять их в том, что они принимают гуманитарную помощь от международных гуманитарных организаций, сложно. Тем не менее, я считаю, что государство должно взять на себя заботу и ответственность за заботу о людях, которые там проживают, и постепенно компенсировать воздействие международных гуманитарных организаций нашей государственной, ясной, четкой и объемной государственной политикой в отношении необеспеченных слоев населения в Галском районе. Что вы думаете? Мы также пользовались международной помощью после военный период. Та же ситуация там, просто мы перешли на другой уровень, а люди остались также в тупике, и если кто-то им помогает из международной организации, то они восстановили многие школы, дома, и людям дают жить, перспективу, и как-то вот так. То есть, вот стоит их контролировать? Вы понимаете, как очень тяжело говорить о данном контроле, если мы говорим о том, что они оказывают гуманитарную помощь, понимаете, да, у нас не доходят руки, и у государства нет таких возможностей, мы прекрасно это понимаем. Поэтому пока эту функцию выполняют они. Надеемся, что в дальнейшем все-таки будут работать государственные программы. Хорошо, друзья, мы закругляемся. Основная часть нашей программы уже подошла к концу, и у нас осталась вот еще одна вот заключительная часть. Уважаемые кандидаты в депутаты Народного собрания Республики Абхазия, мы заканчиваем нашу программу и предоставляем вам по 1 минуте, в которой вы можете обратиться к своим избирателям. Ну, опять-таки по алфавитному порядку. Дмитрий Александрович, начнем с вас. Заключительное слово. В ходе предвыборных кампаний озвучивается множество проблем и твердых намерений заняться их решением. Однако, к сожалению, на практике, после выборов избранные депутаты зачастую теряют свой позитивный запал и погружаются в рутину решения конъюнктурных и личных вопросов, забывая об обещаниях заняться вопросами государственными. Ориентируясь на наш фундамент, мы должны заниматься государственным строительством, не оставляя за собой ворох неразрешенных проблем. Мне бы очень хотелось, чтобы избиратели ощущали ответственность за свои действия. Голосуя за того или иного кандидата, руководствуясь свободой выбора и своими политическими предпочтениями, а не какими-то другими мотивами, избиратель может вручить свой голос тому кандидату, который займется действительно решением государственных проблем. Важно встречаться, слушать и делать выводы, критически воспринимать поступающую информацию, обсуждать ее с теми людьми, чье мнение основывается на жизненном опыте и знаниях. Искренне желаю всем нашим избирателям во всех 35 округах Абхазии ощущения причастности к политическому процессу, оправдание надежд на лучшее будущее, на пути к которому избранные депутаты будут прилагать все свои усилия, знания и опыт. Мы должны двигаться дальше по пути развития нашей страны по всем направлениям. Спасибо. Джейран Гултирович, ваше заключительное слово. Зная проблемы и невзгоды, беспокоящие вас, не могу быть равнодушным и стоять на стороне, будто меня это не касается. Как мы устроим свою жизнь, зависит только от нас с вами. Я намерен реально работать, приносить пользу, достойно представлять и защищать ваши интересы в Народное собрание. У каждого из вас будут мои контактные телефоны. Более того, я намерен взять в помощники человека от вас, с которым я буду постоянно на связи. И в курсе, что происходит в нашем округе. Я с вами рядом был, есть и буду. Спасибо большое. Илья Ликович, ждем от вас заключительного слова. Уважаемые избиратели, до выборов в парламент, которые пройдут 12 марта 2017 года, остается совсем немного времени. Перед вами очень сложная задача – выбрать достойного кандидата, который будет проводником ваших интересов в парламенте, интересов всего нашего населения. Я считаю, что задача депутата – сделать власть ближе к народу. Он должен быть доступен, вы должны слышать, видеть и чувствовать его плодотворную работу. Спасибо. Спасибо. Спасибо, что вы пришли к нам на прямой эфир, и я желаю вам удачи в предвыборной кампании. Спасибо большое. Спасибо. Акрепсо, телехопшча.
ишгала ҳасаргьы уажәы бзиара зҳәашьа сҳәоит абри ала, ишгәаласыршәоит уаҵәы ҳшеиқәшәо асааҭ еижәык рзы. Абзиараз.